Для системы здравоохранения 2024 год выдался весьма продуктивным. В январе в селении Кантышево торжественно открыли новую участковую больницу. Современный объект обслуживает жителей сразу 3 сельских поселений. В 4-этажном здании предусмотрели все профильные кабинеты медиков, установили качественное оборудование. Строительство медучреждения стало возможным благодаря национальному проекту здравоохранения. Врач, медсестра, младший персонал, они должны в условиях хороших работать. После ковидного 2020 года медицина в стране и отдельных регионах еще долго восстанавливалась. В 2024 году, как и в предыдущие, после пандемии все силы были направлены на оказание качественной медицинской помощи населению в отдаленных сельских поселениях. В Ингушетии в рамках различных акций, которые проводились с целью предупредить опасные заболевания, курсировал поезд здоровья. Диспансеризацию прошли более 149 тысяч человек. Среди выявленных заболеваний, такие как болезни кровообращения, органов пищеварения, сердца, легких, печени, тромбозы. Врачи ставили и сложные диагнозы. Жителям республики в рамках акции рассказывали о здоровом образе жизни. Это утренняя гимнастика или зарядка, это плавание 2 раза в неделю. Большое внимание в регионе уделяют профилактике таких серьезных заболеваний, как онкологические. В 2024 году в рамках акции «Онкопатруль» удалось охватить все населенные пункты республики. Медики выявили у пациентов злокачественное новообразование 1 и 2 стадии. Обследования прошли более 100 тысяч жителей региона. Исследование, которое мы проводим, включает в себя консультацию врача-онколога, УЗИ органов брюшной полости, УЗИ молочных желез, также забор анализа крови на ПСА для мужчин и дерматоскопическое исследование кожи и новообразований. Кстати, об отдаленных сельских поселениях. Долгожданным событием стало открытие нового ФАПа в селении Южное. До строительства объекта жителям приходилось ездить за медицинской помощью в соседние сельские поселения и в Малгобек. В фельдшерско-акушерском пункте есть все необходимые условия. Здесь можно пройти узких специалистов, сдать анализы, сделать УЗИ, посетить кабинет стоматолога и не только. С торжественным открытием жителей селения поздравил глава Ингушетии Махмуд Али Калиматов. Финансы нам выделяет федеральный центр. Это по нацпроектам, по указу президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Вот целый комплекс социальных объектов, я вам скажу, где-то на 46 миллиардов мы построили вот за последние 5 лет объектов. Чтобы оказывать качественную первую медицинскую помощь, необходим современный транспорт. Существенно пополнился автопарк медучреждений. В рамках программы «Модернизация первичного звена» и нацпроекта здравоохранения в Ингушетию поступила 21 единица легкового транспорта. Машины марки «Гранта» и «Патриот» передали Жайрахской, Малгобекской, Сунжицкой районным больницам и другим медицинским учреждениям. Таким образом, удалось существенно сократить время приезда до пациента, не упуская золотые минуты. машина жер, скорая жер, толга жер, 97 год мацан машин, кугёжа машин, цуханр машин, хани иштишен таяни, ханзец ан машина жахка. Хау вызовешь давод меттиге, лорж дабаг беш, вавеш, вахеш меттиге де, она баланса де, она атда вахат, удобно да, легко В Ингушетии удалось существенно расширить перечень оказываемых медицинских услуг населению. Так запустили несколько новых отделений в медицинских учреждениях. В Джайрахском районе открыли отделение реабилитации. Здесь пациенты проходят лечение заболеваниями бронхолегочной системы, системы кровообращения, хроническая и ишемическая болезнь сердца, постинфарктный кардиосклероз, а также постковидный синдром. Современные условия работы оценил и медперсонал. Вот для меня, как массажисту, для качественной, чтобы показать качество работы, нужна, вот, например, вот такая вот гидравлическая кушетка, чего у меня раньше не было. Новое отделение дневного стационара успешно функционирует и на базе РКБ. Здесь появилась возможность успешно пройти реабилитацию пациентов с нарушением центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата и не только. Здесь также можно пройти по полису ОМС, стендирование. Руками там что-то делать тяжело было. Аппарат у них, тренажер, хороший очень.
Большое внимание уделили оснащению необходимым оборудованием медицинских учреждений. Новые возможности диагностики и лечения заболеваний глаз стали доступны пациентам детской городской поликлиники Назрани. Авторефрактометр – это инновационная технология, предназначенная для исследования оптических свойств человеческого глаза. С помощью этого прибора можно выявить довольно сложные заболевания глаз. Современное оборудование установлено и в Республиканской клинической больнице Ингушетии. Здесь уже скоро ожидают новый МРТ-аппарат, который существенно улучшит качество медпомощи. Ингушские медики проводили довольно сложные операции. Одна из успешных – удаление огромной опухоли с размером 15 сантиметров. Врачи-онкодиспансера, благодаря своему профессионализму и современному оборудованию в операционной, буквально подарили шанс на новую жизнь своему больному. Большое внимание уделяли повышению квалификации, принимали участие в онлайн-форумах, совещаниях и не только, а в целях более качественной доступности медпомощи населению республики велись приемы и дальнейший отбор на лечение пациентов в ведущие клиники нашей страны. Система здравоохранения Ингушетии дальше продолжит улучшать показатели оказания медпомощи нашим жителям. В 2024 году начато строительство Назранской районной больницы в Али-Юрте. Ожидается открытие ФАПа в Сурхахи. Готовится к вводу новая поликлиника в Сунже и психоневрологический диспансер в Малгобеке. Рина Цычоева, Магаз 24.